Усиленными темпами в круглосуточном режиме. Буквально за 1,5 года на пустом участке земли возвысилось самое большое культовое сооружение Крыма. Уже сейчас соборная мечеть завораживает своей красотой и величием. Ее по праву можно считать уникальной. Соборная мечеть Симферополя обретает окончательный облик. За год проделана огромная работа. Возведены основные элементы здания, большой купол высотой 29 метров и 4 50-метровых минарета. Уже есть и 24 малых купола. Их украсит уникальная роспись в османском стиле с использованием крымско-татарских орнаментов. Главным элементом станет тюльпан, а затем специалисты приступят к самой кропотливой и важной работе внутренней отделки. День завершены все монолитные работы, завершены полностью работы по основному зданию мечети. Долгожданная мечеть станет украшением полуострова. Здесь одновременно смогут совершать молитву 6000 человек. Мусульмане Крыма, крымско-татарский народ с нетерпением ждал реализации данного проекта, поэтому сейчас то, что с каждым разом облик мечети меняется, видно, что строительство идет быстрыми темпами, это, конечно, радует. А это ханский дворец в Бахчисарае. Единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. За украинский период дворец находился на грани разрушения. Сейчас же здесь прошли масштабные реставрационные и противоаварийные работы. Большая ханская мечеть наконец-то получила новое дыхание. Строители заменили все прогнившие и пораженные грибком балки, для изготовления которых применена древесина, по своим свойствам не уступающая дубу. Сейчас крыша мечети выглядит как и ранее, а в здании находиться безопасно. На данный момент до начала второго этапа реставрационных работ ведется служба, ведутся пятничные намазы, праздничные намазы. И это, наверное, самый важный этап, это наша общая победа. Уже в следующем году приступит к противоаварийным и реставрационным работам северного и южного ханских мавзолеев и тюрьбе Диляры-Бикеч. На эти объекты уже готова проектно-сметная документация. Сейчас бумаги находятся на стадии экспертизы. Всего на спасение хан-сарая из федерального бюджета выделено более 1,5 миллиарда рублей. В течение 5 лет планируют все уникальные объекты привести в должный вид. А главное, подрядчик соблюдает все требования законодательства России по сохранению объектов культурного наследия. Kırım Müslümanları muftisi Hacı Emirali Ablayev saylangandır. Hayırlı mübarek olsun. Еще одно знаковое событие ушедшего года – выборы муфтия мусульман Крыма. Единогласно, открыто и под бурные овации духовным лидером 4-й раз переизбрали Хаджи Эмирали Аблаева. Стоит отметить, что именно при его руководстве было построено более 60 мечетей, открыты 3 медресе. Только за последние 5 лет возвели 16 и отреставрировали 5 культовых объектов, а также строят еще 15 новых. Активно развивается просвещение и религиозное образование. Главная цель духовного управления мусульман Крыма является соблюдение и сохранение межконфессионального и межнационального мира. Одной из первоочередных задач является работа именно на сохранение этого мира. На съезде обсуждался еще один важный вопрос – дальнейшая судьба имущества фонда «Крым», учредителем которого являлся народный депутат Украины и экс-глава запрещенного в России Меджлиса Мустафа Джемилев. В связи с нецелевым использованием данного имущества в крымско-татарской общине все 4 года обсуждается вопрос национализации данного имущества и передачи в духовное управление мусульман Крыма, так как если это имущество народное, оно должно служить на пользу крымско-татарского народа, мусульман Крыма. Еще один Курултай состоялся в этом году, только был он внеочередным. Именно здесь был создан Совет крымско-татарского народа при главе республики. Событие, которое по праву можно назвать историческим. Эта структура была создана для эффективного диалога между властью и общественностью. Представители Совета уже объездили несколько районов Крыма, встретились с крымско-татарскими общественниками, выслушали их проблемы и предложения. Теперь они будут решаться в плотном взаимодействии с другими ведомствами и министерствами.
Я считаю, что такие встречи с нашим советом нужны и важны, потому что здесь затрагиваются вопросы, которые беспокоят наш народ. В состав совета вошли 16 человек. Представители духовенства, крымско-татарской интеллигенции, деятели культуры, искусства, общественники и предприниматели. Такое экспертное сообщество будет оказывать помощь в принятии решений для успешной реализации указа президента о мерах реабилитации. Делегатов избрали путем открытого голосования. Люди видят сплочение, объединение. И я лично уверен, что, исходя из того, что здесь огромное количество уважаемых людей, которые не только популярны среди крымско-татарского народа, а в общем известны в Крыму и далеко за пределами Крыма, то есть я уверен, что все у нас с вами получится. Хадж стал не менее важным. Число паломников увеличивается с каждым годом. Только в этом году в священные места Мекки и Медины отправились 600 человек. Рекорд для региона. Организацию хаджа второй год подряд муфти от Крыма полностью берет на себя. Наших паломников обслуживает крымский туроператор. Крымский туроператор уже второй год подряд отправляет в хадж паломников. Он был специально создан для улучшения качества обслуживания, улучшения логистики, для того, чтобы крымские паломники получали хадж согласно традициям. Правительство республики оказывает поддержку в организации хаджа. В Крыму даже создан зеленый коридор на оформление документов. Это упрощенная процедура получения загранпаспорта. А стоимость всего тура из России самая доступная и качественная. Каким будет следующий год, пока никто не может ответить точно. Однако уже известно, что все мы станем свидетелями многих изменений. Изменений только к лучшему. Айша Шулакова. Итоги года.